В Москве 21-22 апреля проходили мероприятия, посвященные 20-летию создания форума переселенческих организаций России. Форум переселенческих организаций России объединяет в своих рядах около 250 организаций из многих субъектов Российской Федерации. 20 лет эта общественная организация очень достойно занимается защитой прав беженцев, вынужденных переселенцев, вопросами переселения наших соотечественников из дальнего и ближнего зарубежья. Состоялся очень заинтересованный разговор. Бессменным лидером форума переселенческих организаций России является Лидия Ивановна Графова. Человек очень известный, это известный журналист. Она в свое время работала в «Комсомольской правде», в ряде других российских, в Советском Союзе, в других изданиях. Она публицист, она лауреат премии «Золотое перо России». Это очень известный в России правозащитник. Она занимается, журналист-правозащитник, она занимается этими вопросами защиты мигрантов уже 20 лет. И 21-22 числа мы, представители многих общественных объединений, которые собрались в Москве, отметили это событие. Оно на самом деле достойно огромного и внимания, и уважения не только со стороны общественников, но и представителей органов государственной власти. К сожалению, на нынешнее мероприятие наложило своего рода отпечаток то, что произошла очередная реорганизация Федеральной миграционной службы. Раньше она была самостоятельной структурой, сейчас функции Федеральной миграционной службы переданы в ведение Министерства внутренних дел, и правозащитные сообщества, да не только правозащитные, вообще многие граждане страны, мы это знаем, считают, что это решение не очень правильное. И на этих мероприятиях, собственно, мероприятия проходили в Доме журналистов, потом в Совете по правам человека России. Там приняли участие не только общественники, но и многие журналисты, которые освещали все эти годы тему миграции. Сама Лидия Ивановна Графова посвятила более 500 статей этой животрепещущей теме. Недавно вышла ее новая книга «Разнесенные ветром», с дарственной записью. Она мне тоже преподнесла эту книгу. В рамках празднования была изготовлена специальная медаль, посвященная 20-летию форума. А также была другая такая медаль, называется она «Герой мигрантского труда». Это на самом деле непростой труд, защита прав беженцев, вынужденных переселенцев. Я сам много лет профессионально занимался этой темой. Организация «Набат» была зарегистрирована еще в 2000 году. Это были тяжелые годы, очень много было обращений со стороны беженцев, вынужденных переселенцев. И в нашу организацию у нас функционировала общественная приемная. 2 профессиональных юриста ежедневно принимали
этих людей, выслушивали их трагедии, чем могли, оказывали помощь, вплоть до защиты их прав в судах. Ну, в те годы очень многим нам удалось оказывать необходимую помощь. Естественно, форум переселенческих организаций России нам оказывал такую действенную помощь, и мы эту работу выполняли. Вот. И я должен сказать, что государство до сих пор в долгу перед этими людьми, которые вынуждены были уехать из Чеченской республики. Это беженцы первой волны, первых военных действий, которые проходили там, беженцы второй. Вот. И Дагестан, вы помните, оказал очень многим, сотни тысяч этих унесенных ветром войны людей нашли здесь понимание, внимание, хлеб, крышу над головой, и дагестанцы оказали всю необходимую помощь. Не было ни одного палаточного лагеря. Дагестанцы, многих из них приютили у себя дома, им выделили гостиничные номера, им выделили эти санаторные помещения и так далее, и так далее. И такая помощь беженцам была оказана. Хотя после Второй войны, конечно, некий холодок после нашествия банд Шамиля Басаева в 1999 году, какой-то холодок все-таки чувствовался, но и в любом случае дагестанцы были и оставались на высоте. Вот тут никакой вины простых чеченцев в том, что произошло, естественно, не было. Это были международные бандиты, которые преследовали цели, далекие от запросов граждан этой многострадальной республики. И вот, да, такое-то награждение, оно состоялось в такой теплой атмосфере, и я, честно сказать, не хочу преувеличивать свои заслуги, потому что есть люди, чьи заслуги гораздо большие, потому что многие организации созданы этими людьми, которые сами настрадались. Я беженцем, вынужденным переселенцем не являюсь. Это когда Лидия Графова приехала в Дагестан как журналист, и в ту пору я работал тоже журналистом на ГТРК Дагестан, и в ту пору состоялось наше знакомство, хотя заочно я, естественно, ее знал. И вот общение с ней, мы достаточно долго общались, мы ездили в Дербент, в Хасавюрт и так далее. Вот. И она, собственно, подвигла меня к созданию этой общественной организации. Не скрою, это была не моя инициатива, это была ее инициатива. И я вот откликнулся на и на ее зов, и на эту беду, можно сказать. Я создал тогда эту организацию. Я, честно сказать, думал, это на год, на 2, на 3. Но так я и застрял в этой теме, она уже не отпустила меня. Вот. Я потом в последующие годы реализовал много разных проектов, организовывал лагеря для детей из семей беженцев. Туда я приглашал детей из Чеченской республики, Ингушетии, Северной Осетии, из Южной Осетии были в 2002 году, из Кабардино-Балкарии, Ставропольский край и так далее. То есть очень многие дети в течение нескольких лет проходили, бывали в этих лагерях, отдыхали, поправляли здоровье свое, отходили. Многие семьи не в состоянии были, конечно, обеспечить им
их курортными путевками и так далее. Вот такую миссию взяли на себя многие общественные организации, в том числе, я должен сказать, и наша скромная доля здесь присутствовала. И вот я хочу сказать, что я, пользуясь случаем, я хочу сказать, что общественные организации, они нуждаются сами в внимании, в заботе и так далее. Те процессы, которые сегодня происходят в стране, они требуют внимательного, чуткого отношения и не только к самим организациям, но в то же время этих организаций к таким проблемам, вот как в данном случае речь шла о защите прав, свободы переселенцев и так далее. То есть тема сама по себе очень интересная, тем более власть наша уделяет достаточно много внимания. Вы знаете, вот поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, она идет и на федеральном уровне, на республиканском уровне. Государство уделяет очень много и средств, и внимания. Важно, чтобы часть этих функций, которыми, собственно, сегодня занимается государство, она была перенесена на плечи этих общественных организаций, потому что зачастую чиновники плохо выполняют свои функции, а общественникам тема эта более близкая, и сомнений в том, что они подведут, практически нет. Вот. Но в то же время, конечно, организации тоже рознь, это мы тоже понимаем. Важно, чтобы такие партнерские, что ли, отношения между третьим сектором, некоммерческим сектором и органами государственной власти, муниципальными образованиями, собственно, такое состоялось. И я, если позволите, два слова также хотел бы сказать и о прошедшей конференции некоммерческой организации республики. Это тоже очень важная была наша задача. Первая конференция, как вы знаете, состоялась в 2012 году. Лозунг той конференции был «Дагестану мир и согласие». Спустя 4 года, хотя эта конференция должна была пройти еще 2 года назад, по разным причинам она не состоялась в определенные положением о Координационном совете сроки. Но тем не менее мы провели эту конференцию. Вот. Важной составляющей результатом этой конференции стало формирование нового обновленного Координационного совета некоммерческой организации. В Дагестане сегодня более 2500-600 некоммерческих организаций. Естественно, это не все одинаково сильно не работают, но тем не менее эти организации нуждаются в том, чтобы им оказывали помощь. Важно, чтобы отдача от них была, их самих нужно где-то учить, обучать, в том числе поддержать и так далее. Поэтому это одна из этих задач, и эта конференция тоже была под лозунгом Дагестану «Мир и развитие». Вот, и мы рассчитываем, что конференция придаст соответствующие импульсы дальнейшему созданию новых некоммерческих организаций, дальнейшему продвижению идей гражданского общества.